Бизге мектеп керек. Биздин балдар тетиги Аламидиндин, Свердловскийдин мектептерине барат. Жители новостройки на протяжении 6 лет пытаются добиться справедливости. На руках у них имеются красные книги, территориально они находятся в Лебединовском Айлок-Муту Чуйской области, но фактически не являются официально признанной новостройкой. Это земли сельхозназначения. Несмотря ни на что, жители села своими силами провели в поселок воду и электричество. Прежние власти официального представительства правительства Чуйской области обещали построить здесь детские сады, школы, больницу и поликлинику. Но земли под возведение социальных объектов были распроданы частным лицам. Человек, который мне продал участок, говорил, что рядом будет и школа, и поликлиника, все будет. А потом мы начали проверять. Выяснилось, что земли частные. Строиться здесь нельзя. Как может быть инфраструктура села быть частной? Мы сами за свой счет здесь провели воду, электричество и строили дорогу. Массовая продажа земель в Лебединовском Айлок-Муту началась в 2011 году. Тогда же люди и начали застраиваться. В общей сложности продано 1800 участков. На сегодняшний день построено свыше 700 домов. В 2015 году на участке Генеральная прокуратура наложила арест после того, как было возбуждено уголовное дело на депутата Каргамбека Самакова. Сейчас жители новостройки Беремдик-Кут требуют от правительства разъяснить ситуацию вокруг их земельных участков. Сейчас мы выяснили в генплане, здесь не должен находиться цех по производству пескоблока. Это сельхозземли. Хозяин цеха завтра-послезавтра обещал убрать оборудование и освободить территорию. Новый полпред правительства в Чуйской области Мирбек Мияров сегодня встретился с жителями новостройки, внимательно их выслушал и пообещал решить существующие проблемы. В пятницу ко мне приходили жители новостройки. Мы говорили про строительство школы, детского сада, поликлиники, мечети. Мы решим эти проблемы, но все должно быть в рамках закона. Люди не перестают жить надеждой. Надеждой на то, что вскоре все вопросы будут сняты с повестки дня. Но на это требуется решение депутатов Джоргул Кенеша. По крайней мере, сегодня так сказали местные власти. Бахыт Кулчуманов, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.